существует сейчас запрос общества. Люди хотят перемен, хотят хорошо жить, и мы предлагаем повестку. Нет ни одной политической организации, нет ни одного известного политического публичного лица, который бы конкретно предлагал: заработные платы у вас будут такие-то, у вас будет жилье, мы спишем кредиты. Нет ни одного человека. И более того, нет ни одного оппонента, который бы сказал, что это невозможно. Они просто говорят: ну это популистски, это ерунда, это он просто что-то говорит, обещает. Назарбаев тоже что-то обещал. Это за кулисами. Ни один человек из правительства, ни Токаев, ни Назарбаев это не говорили. И поэтому вы должны понимать, что это абсолютная реальность. Я показываю источники, показываю, как это сделать. Притом не через 30 лет, а через 2 месяца. Поэтому, уважаемые друзья, именно поэтому эта власть преследует меня. Поэтому я сижу в Париже, вроде бы далеко. Они пугаются. Каждый митинг, который мы организовываем, для них это страх, это стресс. Ну и боится эта власть народа. Теперь вы меня будете, конечно, спрашивать: хорошо, а что делать? Я вам показал, почему эта власть боится народа. Потому что не Мухтар Аблязов делится на миллионы частей и выходит на митинги. Боится народа. Потому что Токаев сейчас получает с разных сторон информацию, что люди обозлены. Первое. И второе, оказывает давление на меня. Атакует. Ну, вплоть до возможного убийства, возможно. В 2 направления. Здесь давит народ, здесь пытается во Франции задавить Мухтара Аблязова. Стоит вопрос, что нам делать? Уважаемые друзья, мы будем продолжать. Мы будем продолжать. Сейчас где-то 510 ячеек. До того, как мы организовали митинги, их было более 300. Резкий приток. И ячейки, я уже много раз говорил, для чего нужны. Это ударная сила. И тут мне сегодня одна наша сторонница пишет, что давайте мы создадим 5000 ячеек, только тогда будем выводить людей на митинги. Нет, так не получается, это так не работает. Мы активны, мы назначаем митинги, мы назначаем различные акции, мы начинаем двигаться, количество ячеек растет, они распространяют листовки, какие-то действия делают, проверяют себя, и тогда количество ячеек растет. Если мы думаем просто создавать ячейки, люди не создают ячеек. Полный пассив — 0. Только вот в результате наших активных действий ячейки будут расти. Наша задача — короткий срок довести количество хотя бы до 1000 ячеек. И очевидно, что тогда большее количество людей, это 5000 ячеек активны, 5000 человек точнее, и они начинают новых привлекать, и после 1000 организации 1000 ячеек, следующие ячейки будут созданы быстрее. Сейчас, еще раз повторяю, 510 ячеек. Да, из них, кстати говоря, какая-то часть не очень активна. Они так участвуют, потом пропадают, потом... Это не очень хорошо. Нам нужно 4000 ячеек активных, которые точно участвуют во всех процессах. Не просто формально зарегистрированы, не просто иногда где-то как-то среагировали. Нет, постоянно действующих. Вот наша задача. Первый этап — создание 1000 ячеек. Мы очень скоро объявим о новых митингах. Мы будем шатать эту систему. Каждый раз они будут собирать полицию, будут пугаться. И мы, когда будем таким образом расшатывать эту власть, это больной организм. Вот представьте, больной организм. Заставляешь его напрягаться. То ли почки откажут, то ли ноги откажут, то ли сердце остановится. Поэтому мы будем давить, давить, давить и давить. Вы можете говорить, что вот опять митинг неуспешный. Он может быть неуспешный только тогда, когда люди не думают о своем будущем. Они не хотят перемен. То есть они хотят перемен, но они хотят, чтобы какой-то другой народ пришел, вместо них эти перемены сделал. Этого не будет. Только в результате ваших действий. Когда мне кто-то пишет: ну что там ваши ячейки? Он кто? Гражданин Казахстана? Он хочет перемены? Почему ваши ячейки? Он что хочет? Чтобы некие ячейки пришли, сменили власть, а он потом получил все, чтобы с него списали кредиты, бесплатное образование, здравоохранение. Кто-то пришел сверху, принес? Этого не будет. До тех пор, пока в нашу борьбу не будут вовлечены 1000 людей, перемен не будет.
Мы должны преодолеть свой страх, и мы его преодолеем. Потому что когда я вышел из тюрьмы 9 декабря 2016 года, первую акцию мы сделали 21 марта с голубыми шарами в 2018 году. Первую акцию. Вы вспомните, как люди боялись. Просто выйти с голубым шариком. А что за это время произошло? Назарбаева нет. Он ничтожество, он ничтожен. Люди, когда я критиковал Назарбаева, меня поливали. Сейчас Назарбаев кто-то оденет футболку, его заплюют, он просто утонет в плевках. И вот ситуация такова сейчас с Токаевым. Все поменялось. Люди, это нынешняя власть, панически боится митингов. У нас есть ячейки, у нас есть программа, когда эти блогеры режима говорят, ой, не знаем, там у них программ нет, ничего. Вы знаете, что это вранье. Есть четкая программа, программа политических реформ, программа экономических реформ. Что делать? Открывайте аккаунт «Свергнем режим», там прописано каждый шаг, как мы будем валить режим. Временное правительство, местные акимы, все написано. Ни одной организации мира, к сожалению, вот так глубоко не проработано. Я был вынужден это делать, потому что люди должны были увидеть, вот там тот режим, мы имеем 60 тысяч тенге, а ради чего мы будем, что называется, биться. Вот мы показываем другую реальность, и она посчитана. Поэтому у нас программы есть, все шаги прописаны, что делать, как валить режим мы знаем, мы все знаем. Именно поэтому режим нас мочит. Именно поэтому я, уважаемые друзья, вынужден сказать, что я сам нахожусь под гигантской угрозой. И все эти негативные события могут произойти в ближайшие 2-3 недели, если я не буду получать поддержку от вас, финансовую в первую очередь. То есть мне сейчас нужны финансовые ресурсы, чтобы защищаться. Итак, наша стратегия следующая. Здесь, во Франции, при вашей поддержке, при вашей финансовой поддержке, я формирую команду адвокатов, они у меня есть, и шаг за шагом отбиваюсь. Более того, мы будем переходить в атаку. Здесь арестована большая группа военных, которые организовывали убийство, и в промежутке, оказывается, они получали заказ на мое убийство. Также есть другие процессы, и в результате всех этих действий мы обнаружим, докажем, что мы должны атаковать. Не просто я должен защищаться. Плюс я должен защищаться, и мы здесь удерживаем ситуацию. Власть будет стараться меня здесь уничтожить, уважаемые друзья. Я буду отбиваться при вашей поддержке.